Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши подписки. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Что ждет вас на жизненном пути? Что нужно знать очень срочно, прямо здесь и прямо сейчас? Пожалуйста, кому интересна эта тема, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, планах, мечтах, надеждах. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что ждет меня на моем жизненном пути? Что мне нужно срочно знать здесь и сейчас? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую лучшую и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что срочного вам нужно знать здесь и сейчас. Срочно, важно, нужно. Что это? Так, мои дорогие, кто в отношениях? Кто в отношениях, кто в паре, в браке, кто желает вступить в отношения? Над вами, мои девочки, сложились грозовые облачка. Понимаете, есть люди, которые очень сильно хотят влезть в ваши отношения. И тут прям без приглашения лезут, хоть вы что, да? То есть какая-то вот наглость идет, наглое вмешательство в вашу любовь, в вашу личную жизнь. Прям вот лезут, понимаете, лезут со всеми правдами и неправдами, да, как говорится, без мыла в одно место, да. Здесь столкнетесь просто с каким-то, не знаю, тут просто край какой-то наглости, какой-то бесцеремонности. То есть поймете, что есть человек, а может быть даже несколько, которые совершенно ничего не стесняются, пытаются влезть в ваши отношения, мало того, еще их пытаются разрушить. Это могут быть, например, родители вашего любимого человека. Это может быть его бывшая. Даже дети могут от первого, от второго брака то же самое вот делать. То есть здесь именно смесь какой-то подлости, наглости и я не знаю, как это, абсурдность, да, сама абсурдность ситуации. То есть будут какие-то обвинения в вашу сторону кидать. Что-то, знаете, как я скажу, лихое замышляется против вас вот какими-то недобрыми людьми. Людей много смотрит мое гадание, поэтому точно указать я не могу. Я вижу, что это люди связь имеют. Это, кстати, могут быть и друзья, тоже такое может быть. Может быть, кто-то из ваших подружек начнет там вам поджуживать, что вот твой там любимый человек такой-сякой, я там видела, изменяет, 5-10. Здесь именно какая-то цель, какой-то план разрушить ваши отношения. Облака, во-первых, грозовые, во-вторых, вот-вот разразится гром. Так что я хочу вам так сказать, что у вас время идет с красным алармом. Да? Берегите свою любовь, берегите свои отношения. Что бы ни происходило, прежде всего доверяйте друг другу. Понимаете, если мужчина меня смотрит, тоже понимаете, да, что есть там доброжелатели, в кавычках, да, которые пытаются разрушить ваши отношения. Будьте крайне внимательны, осторожны, аккуратны. И еще раз говорю, если любите, доверяйте. Если сложно вам там довериться, да, есть у вас сомнения, лучше перепроверяйте, лучше говорите напрямую, потому что здесь вот, прям чувствуется, да, вот, что у человека есть цель, украсть ваше счастье, понимаете? Вот такой момент, как хотите. Как бы это все вышло на песке. Я, конечно же, желаю, чтобы на песке это все осталось, но тем не менее я вас предупредила. Будьте в этом плане аккуратны. Если у вас нет отношений, вы человек одинокий, то знайте, что есть какие-то ревнивцы, либо ревнивицы, которые на вас могут там ушат просто грязной воды вылить, да, потому что кто-то кому-то где-то приревновал, понимаете, где-то какие-то вот, может быть, сплетни пошли. То есть я вижу, что в вашу сторону идут какие-то прям грозовые разряды, вернее, молнию, да, вот люди кидают. Причем это либо один человек, либо несколько.
Еще раз говорю, да, будьте аккуратны. Даже если вы там ни сном, ни духом, ни с кем не встречаетесь, ни с кем не общаетесь, то, возможно, кто-то где-то там приревновал своего партнера, либо мужа, жену, да, к вам, и вас вот делают каким-то крайним человеком. Могут быть вот прям столкнетесь с тем, что вот сплетни пошли, либо наоборот, там, да, где-то там человек подставит, либо там придет, там нахамит. Будьте в этом плане аккуратны. Еще раз говорю, не позволяйте, во-первых, разрушать свои отношения, если они есть. И второй момент, если вы столкнетесь с несправедливостью, то здесь призывайте высших сил, призывайте помощь высших сил, она обязательно к вам придет, справедливость будет на вашей стороне, но вы должны относиться ко всему спокойно. То есть, если вы где-то что-то услышали про себя, либо вам кто-то что-то где-то сказал, во-первых, не нужно опускаться для того, чтобы оправдываться. Вот оправдываться вообще ни в коем случае нельзя. Будьте абсолютно спокойным, стойким, твердым человеком и просто всех посылайте на куда подальше. Да? Пусть отстанут. Когда люди увидят вашу непреклонность, ваш стойкий нрав, то, что вы вообще никаким боком не реагируете, то, конечно же, вот эти разговоры сами по себе отпадут, да. А если вы начнете там оправдываться, там что-то доказывать, там, не знаю, там приводить примеры, там соседей, свидетелей, знаете, ничего хорошего не произойдет. Будут люди думать, ага, типа человек оправдывается, значит виноват. Вот такой момент я у вас вижу. Острые какие-то моменты разговоров и в вашу сторону тут ситуация. Здесь у вас дьявол вышел, понимаете? Дьявол, который будет играть. Играть он будет ножом и веером, понимаете? То есть это скрытые моменты, веер, потому что он скрывает, да, плюс он махает, ветер дует, да, вот сплетни, они летают вокруг вас. Ну а нож — это острые моменты, которыми вас будут ранить. Вот этот момент здесь четко вышел, так что берегитесь. Вышел он в левой стороне. Левая сторона у нас всегда отвечает за прогнозы, поэтому, дорогие, прогноз как бы не самый прекрасный, но опять же таки это хорошо, что это прогноз. Вас предупредили, вы теперь понимаете, что происходит, да? Либо будете понимать, что происходит. Вы ни в чем не виноваты, не виноват ваш партнер, не виноват там кто-то, да? Это у человека просто у кого-то, как говорится, желтая водица в голову ударила, да? Вот извините за такое выражение, но тем не менее. Здесь очень четко это видно. На работе, кстати, можете столкнуться с какой-то конкуренцией, ревностью, будут пытаться вас там и подсидеть, и как-то, не знаю, провокации идут провокации, да, коллектив настроить против вас, в чем-то где-то вас обвинить. Будьте крайне осторожны, посматривайте по сторонам, обязательно назад оглядывайтесь, вещи свои не оставляйте без присмотра. Старайтесь, чтобы у вас, вот если, например, в офисе работаете, чтобы у вас все документы, все вот нужные вам там вещи, да, чтобы все были в порядочке, аккуратно сложены, чтобы никто ничего вам там не подложил, не испортил и не сделал. Потому что здесь вот в вашу сторону идет вот именно момент, когда вот человек либо несколько очень сильно негативит. Это может быть по разным сферам жизни проходить, но тем не менее. Это вот как, знаете, как предупреждение вам идет. Ситуация это, скажем так, она не случайна. Почему она происходит в вашей жизни? Да потому что вы действительно растете. Понимаете, вы растете над собой, вы растете над жизненными обстоятельствами, вы становитесь умнее, мудрее, вы выходите на новый уровень. И, конечно же, вот этот дьявол, который играет, да, он пытается вас остановить в развитии, да, чтобы вы не достигли максимума своей эволюции. Понимаете, вот такой момент происходит. Каждый человек рано или поздно с этим сталкивается, и, конечно же, вот этому внутреннему нашему дьяволу, который сидит в абсолютно каждом человеке, очень выгодно, чтобы мы находились в негативных энергиях, плакали, переживали, страдали, чтобы мы не росли духовно, не развивались. Вот. А вы у меня молодец, вы уже у меня на хорошем счету, еще чуть-чуть и выйдете прям действительно на новый уровень. Вам мешают, поэтому придется побороться, придется пройти все эти дьявольские испытания, дьявольские уроки. Мои дорогие, ну а как? Легко никогда не бывает, да? Тяжело в учении, легко в бою. Так что не переживайте, знайте, что все будет хорошо. Главное, как я вам сказала, поступайте, да? Будьте спокойны, прям спокойны. Вы холод, вы лед, вы холодная голова, ледяное сердце, и все у вас будет замечательно. Так, дальше по здоровью. По здоровью, ну опять же таки, да, у нас по здоровью может быть ситуация такая, что вы можете,
на нервной почве распереживаться, разнервничаться, потерять колоссальную массу энергии, и на этом можете просто поймать какую-нибудь болячку, не дай бог. Так что, мои дорогие, всегда помните, прежде чем где-то там расплакаться, распереживаться, что вы за это платите не только своим эмоциональным состоянием, но и здоровьем. Это очень важно. Я вижу, что у вас есть мощная поддержка. Понимаете, поддержка у вас есть как среди людей, так среди и высших сил. Очень сильные духи рода, очень сильный ангел-хранитель, плюс есть человек в вашей жизни, который вас очень сильно любит, который за вас душой переживает, душой и сердцем. От этого человека вы постоянно получаете хороший заряд энергии, этот человек вас по жизни поддерживает. Ну а про высшие силы тут и говорить нечего. Вас водят, да, иногда, конечно же, бывают острые моменты, но куда без них, да, все равно нужно проходить какие-то жизненные кармические уроки. Но тем не менее, вас водят теми путями, которые для вас наиболее полезны и безопасны. Вот поверьте, вот что бы ни происходило в вашей жизни, не нужно винить высшие силы, говорить, что вот за что мне я там переболела, там, либо плохо себя чувствую, либо там денег мне не хватает. Поверьте, могло бы быть намного хуже. Я вижу, что вас водят самыми безопасными путями. Поэтому вам идет именно посыл, что не нужно пинать на высшие силы, а нужно, наоборот, их почаще благодарить. Благодарить за то, что так или иначе сложилось ваше обстоятельство. Да? А представьте, было бы хуже. 5 раз хуже, в 10 раз хуже, в 15. Понимаете, все может быть. Поэтому, пожалуйста, ведите себя соответственно. Да? Все, понимаете, от вас зависит, от вашего внутреннего состояния. Вот этот дьявол, который вышел внутри вас, понимаете, а вы у меня здесь как человек немножечко такой, знаете, вы и боитесь, и хочется, и колется, да, то есть вы не определились для себя, чего хочу. У вас здесь, смотрите, кошка, которая играет на дудочке, понимаете, кошка, конечно, мудрая, но кошка на дудочке — это немножечко странно, да, то есть кошка желает идти по жизни играючи, кошка желает идти по жизни весело, да, то есть какие-то вещи она не замечает, какие-то вещи она не исполняет, но тем не менее вы достаточно мудрый человек, вам по жизни мешает вот эта вот излишняя, может быть, требовательность к себе, к людям, к обстоятельствам. Подумайте об этом, подумайте и поймите, что нужно быть более легким человеком, более человеком, который там может идти на компромиссы, на уступки, быть более податливым, что ли. То есть, знаете, как-то смягчаться нужно. Смягчаться, когда нужно быть вот таким эластичным человеком, да, обтекаемым. У вас очень сильный стержень, вы вот прям жестче, чем любой металл, да, но тем не менее, не всегда это хорошо, когда человек не может согнуться, да, вот когда он прям такой стойкий, его там не согнешь, не поломаешь, это не всегда хорошо. Иногда бывают такие ситуации, когда нужно все-таки немножечко наклониться, понимаете? Вот и у вас тоже такая ситуация идет. Обязательно будьте более сговорчивым человеком, сговорчивым, не согласным на все, а именно сговорчивым, да, чтобы проще относиться, во-первых, к жизни, проще общаться с людьми и, конечно же, показать себя с другой стороны. Я вижу, что вы человек очень ценный для высших сил, поэтому такая вот хорошая над вами охрана стоит. Но иногда, конечно, почему-то ведете себя как ребенок. Вот не обижайтесь, пожалуйста, на меня, но я вижу, потому что эта кошка, да, при всех ее качествах, да, это бесспорно очень мудрое животное, прекрасное животное. Многие знают, что я живу в Турции, гадания мои турецкие, училась я по канонам и эгрегорам Турции. Здесь кошка — это животное, которое общается с высшими силами, и кошка дает рекомендации, кого взять в рай, а кого, например, оставить в чистилище. Здесь люди очень любят кошек, уважают, подкармливают, потому что кошки, они несут очень хорошую положительную энергию. Они любимы высшими силами, понимаете? То есть очень хороший знак. Но то, что кошка несерьезная, да, то, что она иногда ведет себя действительно как ребенок взбалмошный, да, вот это нужно убирать из себя. То есть высшие силы дают вам возможности, мудрость и ваши таланты, а вы уже должны сами себя немножечко, апгрейдить, да, в плане того, чтобы относиться к жизни не по-потребительски, что вот хочу, меня обидели, там, хочу здесь и сейчас, да, а все-таки более быть
человеком, который ставит перед собой цель и понимает, что напрямую пойду, лоб себе разобью, да, значит, могу я там обойти с той стороны, с этой стороны подойти. Если нужно там кого-то попросить, чтобы мне там путь указали, да, вот и вам нужно не одиночкой по жизни идти, капризной, а именно искать себе общение, искать себе партнера, может быть, какие-то более сдерживать себя в своих желаниях и мечтах, искать какие-то другие пути и варианты, чтобы не напираться на какие-то, напарываться, вернее, на какие-то неприятные моменты. Мои дорогие, я вижу, что у вас в ближайшее время произойдут именно такие ситуации. Песок решил вас предупредить о том, что у вас на ближайшее время намечается не совсем приятные события, вы проходите свою, скорее всего, трансформацию, такую, знаете, глубинную, я бы сказала, какую-то чистку изнутри. Вы на пути к новым каким-то достижениям, к новой жизни, к новому витку в жизни, к новой эпохе в своей жизни. Да? Так что, мои дорогие, постарайтесь себя немножечко поменять и понимайте, что высшие силы всегда рядом с вами. Если вам что-то нужно, вы должны просить, но ни в коем случае не обижаться, не нервничать и, конечно же, старайтесь не принимать близко к сердцу того, что происходит вокруг вас, да? Потому что люди разные, не все такие хорошие и добрые, как и вы. Есть люди противные, есть люди потерянные, есть люди с психическими какими-то отклонениями. Так что понимайте, что вы в ответе за себя, за свое счастье, за свое здоровье. Мир вам в душу и счастье вам в жизнь. На этом все. Гадание мое закончено. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.